О самых заметных событиях этого дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте, вот основные темы. Пожар в центре Якутска унес жизни 2 человек. Накануне стало известно о гибели еще одной пострадавшей. В республике продолжается работа по оказанию государственной помощи на основании социального контракта. Бассейн Чолбон готов к играм «Дети Азии». После проведения капитального ремонта он открыл свои двери для посетителей и заработал в штатном режиме. Важный и волнительный момент в жизни первокурсника. Посвящение в студенты прошло в Южно-Якутском технологическом колледже города Нерюнгри. В Алдане состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам, ознаменовавшие открытие сезона не только в России, но и в мире. По сообщениям ЧС России по Якутии поступила информация о том, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в 325 километрах от села Жиганск между Жиганским и Эвенно-Батантайским лусами в Якутии. По поступившей информации, вертолет вылетел из участка Джарджан. При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Имеется информация о 2 пострадавших. Всего на борту было 5 человек. К месту происшествия прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Установлено, что все находившиеся на борту 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие загружены на борт и направлены в поселок Тикси Булунского района. Накануне стало известно о гибели еще одной пострадавшей при пожаре в офисном здании по улице Ленина 3/1 в Якутске. Еще 2 находятся в больнице на аппаратах ИВЛ. Хронологию и причины выяснял мой коллега Петр Васильев. Пятница 27 октября была обычным рабочим днем для многих жителей столицы. Кто-то из них спешил по делам, кто-то завершал рабочие моменты в одном из многочисленных столичных офисов. Идиллию конца рабочей недели прервало сообщение о пожаре в 7-этажном офисном здании в центре Якутска. Буквально за несколько минут огонь охватил сразу несколько офисных помещений. Спустя считанные минуты к зданию были стянуты силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, порядка 60 человек и 15 единиц пожарной и спасательной техники. Возгоранию присвоили повышенный ранг опасности, началась эвакуация. Посетители и работники здания в попытках спастись самостоятельно выходили из окон на парапеты 6-го этажа. Их эвакуировали с помощью спецтехники. Основная эвакуация проводилась звеньями ГДЗС с использованием спасательных устройств по путям эвакуации самого здания. Также спасали людей через автолестницы и коленчатый подъемник. Всего в ходе спасательных работ и тушения пожара из здания было спасено 52 человека. В 7-этажном здании, согласно открытых источников, размещаются чуть больше 50 организаций разного рода. Массажные салоны, магазины и студии красоты. По предварительной информации, огонь начался в одном из салонов из-за неисправности электрического оборудования. Причем, как отмечают те, кто в момент пожара находился в здании, о пожаре они узнали, когда помещение уже заволокло густым дымом. Офис горит, Ленина, проспект Ленина. Офис, где я снимаю. Жесткий дым. Там пожар идет. Не успел выбежать. Внимание. Вон девушка вообще там сидит. 4-й этаж загорелся. Это жесть. Тут до сих пор холодно. Это жесть. Информацией об отсутствии сигнала пожарной тревоги спустя некоторое время в социальных сетях начали делиться и те, кто в момент пожара находился в здании. Я была на 7-м этаже, когда хотела спуститься через лестницу, увидела черный дым, поднимающийся оттуда, вспомнила, что есть еще лестницы. 2-й был, наоборот, ближе к пожару, а 3-й был заперт, где как раз дыма не было. Пришлось спускаться через 1-й, еле вышла. Сигнализации не было. На моем этаже никто не кричал, не постучался, все в панике убежали. На 5-м этаже я осталась одна. Все это время не знала о пожаре. А когда открыла свою дверь, там уже был темный, густой дым. Бежать было некуда. С чего администрация здания заварила вход аварийный на 7-м этаже. Пожарным пришлось выбить дверь. Где проверка пожарной безопасности? Их было 5 человек в кабинете на 6-м этаже.
Одна вышла через окно, а одна пыталась спуститься по лестнице, на 4-м этаже погибла. Остальные 3 девочки пытались, видимо, за ней спуститься. Их нашли то ли на лестнице, то ли на пути к ней. Почему они не вышли за другими через окно, не понимаю. Если бы сигнализация сработала, у них у всех было бы время хотя бы подняться на 7-й этаж. С места возгорания в медицинские учреждения доставлены более 10 человек. 2 женщины спустя некоторое время скончались в больнице. Остальные пострадавшие находятся в состояниях разной степени тяжести в медицинском учреждении. 5 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. 5 пациентов были госпитализированы. У 2 состояние стабильное. В отделение общей реанимации поступило 3 пострадавших. У всех пациентов отравление продуктами горения тяжелой степени. Окончательные причины и виновных произошедшего, безусловно, установит следствие. Остается надеяться, что подобные происшествия послужат сигналом соответствующим службам к заблаговременному проведению проверок. Ведь здесь на кону не сухие отчеты и позитивные цифры, а самое главное – человеческие жизни. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Указом главы Якутии установлены новые и систематизированы действующие меры поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Георгий Степанов. Так, с 1 ноября текущего года семьям участников СВО будет предоставлено право на льготное посещение учреждений культуры, а также полное освобождение от платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в школах республики. Также дети участников СВО в первоочередном порядке могут посещать группы круглосуточного пребывания в детских садах. А также по желанию семьи могут быть переведены в школу, расположенную рядом с домом. Также посещать кружки и спортивные секции в региональных и муниципальных учреждениях на безвозмездной основе. С 2024 года введены ряд новых мер поддержки. Например, это компенсация расходов на оплату жилого помещения и взносов на капитальный ремонт в размере 50% и право на бесплатную выдачу спортивной одежды детям участников специальной военной операции, которые посещают спортивные секции в государственных и муниципальных учреждениях. В республике продолжается работа по оказанию государственной помощи на основании социального контракта. Социальный контракт предоставляется семьям с детьми, а также одиноко проживающим гражданам, чей доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Подробности в нашем следующем сюжете. Выбор Елены, нашей сегодняшней героини, при открытии собственного дела пал на открытие массажного салона. Она получила социальный контракт по программе «Развивайка», направленной на поддержку семей с детьми. В рамках данной программы ей также был предоставлен социальный контракт на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Чтобы все реализовать, ей нужно было закупить необходимое оборудование. Как родственница участника специальной военной операции, в рамках государственной поддержки военнослужащих и членов их семей соцконтракты ей одобрили быстро, в течение 2 недель. С помощью него Елена смогла приобрести необходимое оборудование и теперь является хозяйкой массажного кабинета, пользующегося спросом. Очень даже хорошо. Люди уже начали узнавать биоэнергетический массаж, так как ее практически здесь в городе не было, в Якутске. Это первая из первых. Вот. Поэтому сейчас очень многие записываются, уже по слухам узнают. Свои обязательства она выполнила. По условиям социального контракта гражданам предоставляется государственная помощь, которая предполагает, кроме денежной выплаты, также индивидуальное сопровождение и необходимые консультации. Они, в свою очередь, должны зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя и вести свое собственное дело. Граждане могут также заключить социальный контракт на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, а также на ведение личного подсобного хозяйства. Следует также отметить, что все граждане, заключившие социальный контракт, им предоставляется также индивидуальное сопровождение вплоть до выхода их из трудной жизненной ситуации. По поручению главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева размер социального контракта увеличен до 500 тысяч рублей по направлениям развития индивидуальной предпринимательской деятельности, а также ведения личного подсобного хозяйства. Социальный контракт предоставляется по следующим направлениям: поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, а также преодоление трудной жизненной ситуации. За 2023 год в республике социальными контрактами планируется охватить порядка 5000 граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума.
Среди них 225 участников специальной военной операции и их родственники. Марина Захарова, Вероника Таюрская, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. В межсезонье республику часто настигают внезапные выпадения снега, потепление, и в связи с этим образуется гололед и ледяные наросты. Работы по уборке улиц и дорог от снега не прекращаются. В каждом городском округе и пригородах к уборочным работам привлечены муниципальные дворники и подрядные организации управ. Проводятся рабочие совещания. Так, управа строительного округа отвечает за уборку, обслуживание тротуарных дорожек 15 улиц общей площадью 87 тысяч квадратных метров. Для уборки подрядная организация использует уборочный инвентарь и спецтехнику: мини-погрузчик, грузовик, большой погрузчик и 2 малые уборочные машины. С третьего квартала 2023 года мы уже взяли муниципальный контракт на себя. То есть ранее, если другое структурное подразделение отвечало за тротуары, в этом году все полномочия по уборке и обслуживанию тротуарных дорожек перешли к нам. В связи с тем, с чем у нас появились свои подрядные организации. Именно у нас сейчас работает одна подрядная организация, то есть по всему округу. В Ленске открыли новый сквер «Путь к реке». Проект победил в 7-м всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Работа по устройству сквера почти полностью выполнена руками местных подрядчиков. Подробности в материале наших коллег. Несмотря на дождливую ненастную погоду, в этот день было празднично и весело. Ленчане с семьями, с детьми шли к новому, уже можно сказать, самому красивому месту в городе. Обновление бульвара стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов «Малые города и исторические поселения». И вот спустя полгода вместо серенькой неприглядной дорожки в центре города появилось место для комфортного отдыха. Большой объект благоустройства за всю современную историю города Ленска. Даже площадь Ленина ушла на второе место и по сумме финансирования, и по объему выполненных работ. И самое, что характерно, мы смогли это сделать в 1 год. В прошлом году город выиграл субсидию 85 миллионов. Спасибо району, мы получили софинансирование 35 миллионов рублей. И в этом году мы этот объект открываем. Поздравил горожан с открытием сквера и исполняющий обязанности главы района Александр Черепанов. В своем выступлении он отметил, что районная администрация будет помогать и поддерживать все городские начинания. Есть потенциал для дальнейшего развития города Ленска. Да, у нас есть и новые места, куда можно будет вливать денежные средства. Это у нас и работа по микрорайонам. Я думаю, руководство администрации города это все знает прекрасно. Да, проекты они тоже готовят. И мы, в свою очередь, конечно, эти проекты все будем финансировать и поддерживать. В реализации проекта было задействовано огромное количество человек. Сама идея принадлежит ленчанину. Над дизайн-проектом работали якутские и владивостокские архитекторы. А уже воплощением задумки в жизнь занимался местный подрядчик компании ООО «Арарат». Работы, как отметили в своих выступлениях власти, были проведены быстро и качественно. После перерезания красной ленты все гости были приглашены на экскурсию. Любуемся, все красиво. Даже сегодня снег маленький, дождик пошло, слякоть. Ну ничего, мы народ северные люди, привыкшие ко всему. Очень красиво. Путь к реке по всей его протяженности освещают уличные фонари в национальном стиле. Тут же лавочки с резным орнаментом, детские игровые площадки, качели, композиция «Алмазная мозаика» и завершает сквер «Ворота Алмазного края» и смотровая площадка. Сквер очень красивый, национальный. Много изменений в этом году. Для детей и для семейных пар, вообще для семьи будет очень приятно прогуляться вечерком, днем даже. Ближе к реке появилась спортивная площадка с уличными тренажерами, скейт-парк, тантрек и воркауты. Понравилась спортивная площадка. Я бы там гулял весь день напролет. Ну, если бы не школа, конечно. Здесь есть скейт-площадка, здесь есть тренажеры. Я буду сюда приходить. Для жителей в честь открытия нового места отдыха городское управление культуры подготовило праздничную программу. Тут же работали торговые палатки, где можно было выпить горячий чай и перекусить. Несомненно, сквер «Путь к реке» станет любимым местом отдыха ленчан. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Бассейн «Чолбон» после проведения капитального ремонта открыл свои двери для посетителей и заработал в штатном режиме. Весной этого года Якутия из госбюджета выделила 400 миллионов рублей на проведение ремонтных работ для подготовки к 8-м международным играм «Дети Азии». Так, заасфальтирована близлежащая территория
территория, заменена кровля, плитка, лестничный вход и многое другое. Подробнее в следующем материале. Помимо косметического ремонта в бассейне провели обновление системы отопления, канализационных труб и освещения. Помимо этого обновлены манежи, трибуны и санузлы. Сам бассейн длиной в 50 метров оснащен 10 дорожками и полностью отвечает олимпийским стандартам. Отметим, что таких бассейнов с 50-метровыми плавательными дорожками в России не более 50 объектов. Наш объект построен в 2012 году. И за 11 лет у нас практически таких больших ремонтных работ еще никогда не было. А вот в этом году, как никогда, мы сделали очень большой капитальный ремонт. Да, у нас подготовка идет полным ходом. Наша сборная тоже, например, спортсмены очень усердно тренируются. Недавно они приехали с города Чолпан-Ата из учебно-тренировочного сбора. И вчера как раз вылетели на дальневосточный турнир. Бассейн Чолбон пользовался популярностью жителей, но спустя время износился и перестал отвечать запросам спортивной подготовки. Во время проверки выявили 18 нарушений. Это и система отопления, система охранно-пожарной сигнализации, антитеррористическая защищенность и другие критерии. На сегодняшний день, после проведения капитального ремонта, все нарушения были устранены. Так, с 13 октября бассейн функционирует в штатном режиме и принимает посетителей. Лана Никифорова посещает бассейн и тренажерный зал 3 раза в неделю. Очень нравится здесь в бассейне, и дочке тоже очень нравится. Сразу заметно то, что светло стало. Также душевые кабинки удобные стали. Также в тренажерном зале тоже очень удобно стало. Красиво, просторно. И также нравится парковка, очень большая, удобная. Вместе с посетителями изменения оценили и тренеры по плаванию. Обновленный бассейн способствует созданию безопасных и комфортных условий для занятий детей. Так преподаватель по плаванию Кюнней Колесова тренирует уже 3 года. Тренирую спортивные группы детей 8, 9, 10 лет. Работаю 3-й год. Изменения заметила то, что светло стало в бассейне, работать удобнее стало. В душевых у меня спортсмены заметили то, что душевые кабинки поменялись, душевые лейки поменялись и кабинки сами в раздевалках. Изменения на этом не заканчиваются. Планируют также приобрести судейско-хронометражные системы. Это инновационный способ отслеживания результатов спортсменов, а также стартовые тумбы и другой инвентарь. Чолбон работает в штатном режиме. Сегодня и сам бассейн, и помещение полностью готовы не только для занятий, но и для проведения международных игр «Дети Азии», который пройдет уже в следующем году. Даяна Федорова, Григорий Охлопков, Якутск. Капитальный ремонт 10 объектов Северо-Восточного федерального университета проведут в 2024 году в столице региона. Так отремонтируют 3 учебных корпуса. Корпус факультета естественных наук, учебный корпус военно-учебного центра, учебно-лабораторный корпус, а также 3 спортивных объекта. Стадион «Юность», легкоатлетический манеж, спортивный зал номер 3. Кроме того, проведут ремонт 4 общежитий номер 17, 18, 20 и номер 7. Отмечается, что общий объем требуемого финансирования составляет почти 250 миллионов рублей. На время ремонтных работ в общежитиях студентов вуза отправят на дистанционное обучение с 1 мая следующего года. Каждый первокурсник ждет его с замиранием сердца, ведь посвящение в студенты – это важный и волнительный момент в жизни первокурсника, полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений. На посвящении в студента в Южно-Якутском технологическом колледже города Нерюнгри побывала наша съемочная группа. В Южно-Якутском технологическом колледже города Нерюнгри прошел самый главный и долгожданный для первокурсников праздник – посвящение в студенты. Вчерашние школьники, решившие овладеть промышленными профессиями, в лучших традициях праздника подготовили выступления, рассказывающие о выбранной профессии. Сегодня у нас проходит традиционный праздник посвящения в студенты. С 1 сентября у нас армия пополнилась на 600 человек. И сегодня как раз они показывают первые свои шаги в своей первой выбранной профессии. Это как раз тема труда, года труда. И каждая из групп, которые сегодня выходит на сцену, представляет свою профессию, свое понимание. Конечно же, оценивается и содержательная часть, и музыкальность, и внешний вид. Ну, это мероприятие праздника.
Последние годы престиж рабочих профессий растет, а программа «Профессионалитет», реализуемая в Южно-Якутском технологическом колледже, позволяет в короткие сроки подготовить квалифицированных специалистов для ведущих предприятий Нерюнгринского района. И каждый год все больше и больше ребят выбирают обучение именно в Южно-Якутском технологическом колледже. Довольно интересно, много хороших друзей. И тем более профессия максшейдера – это не такая уж и хлопотная работа. Типа не надо, вот, допустим, как добывают руду, надо просто ты выехал в определенную местность, и там уже по указаниям делаешь свое дело. Довольно не слишком хлопотная работа, да и оборудование 3 килограмма, ну, смотря какое весит. Нравится, пока что все хорошо. Ну, пока что первый курс, не знаем, что будет дальше. Праздник позволил вчерашним школьникам быстрее влиться в коллектив и ближе познакомиться друг с другом и преподавателями. И, безусловно, оставил в памяти самые яркие воспоминания. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Школьников Якутии приглашают на Олимпиаду «Поколение бизнес». Центр «Мой бизнес» объявил о начале приема заявок на участие в Республиканской Олимпиаде по предпринимательству. По словам организаторов, это хорошая возможность для школьников 8-11 классов показать свои бизнес-идеи, получить навыки и знания, а также познакомиться с ребятами со всей республики. Олимпиада состоит из нескольких этапов – онлайн-тестирования, обучения и разработки бизнес-плана, а также очной или дистанционной защиты бизнес-проекта. Победители по 3 номинациям получат дипломы и денежные призы в размере 50 тысяч рублей. Более подробную информацию и как подать заявку можно узнать на портале мойбизнес.рф. Защита бизнес-проектов будет проходить в начале декабря перед опытной комиссией опытных предпринимателей, представителей институтов развития предпринимательства и общественных объединений. То есть они будут рассматривать бизнес-проекты участников. Это будет 45 участников из всех подавших заявки и прошедших обучение. Кроме этого, участники Олимпиады смогут участвовать в республиканской ежегодной выставке «Бизнес-экспо», которая будет проходить также в начале декабря, выставить свои товары, продавать их на выставке. И лучший товар получит спецприз. Далее о спорте. Молодые шашисты принесли 28 медалей в копилку сборной России. Чемпионат мира среди юношей и девушек по шашкам завершился в Турции. Сегодня команда вернулась в Якутск. Чемпионов и призеров в аэропорту встретили представители региональной федерации шашек. Сборная команда участвовала в 3 дисциплинах – молниеносной игре, классической и быстрой. Особенно ярко играла чемпионка России среди женщин Сандара Апрасимова из ДЮСШ-5. У нее 3 золотых медали. А у Альбины Колодезниковой 1 золото и 2 серебра. Среди юношей Айсен Егоров победил в молниеносной блиц-игре, и еще у него 2 бронзовых медали. У других ребят результаты тоже хорошие. Каждая медаль мне досталась с трудом. Каждый игрок показывал свою лучшую игру, поэтому было сложно. Конечно, трудно, чувствуешь волнение, то, что на тебя все ожидают лучших результатов, и ты должна их ожидания оправдать. Я начала играть в шашки с 1 класса, с половины 1 класса. Меня туда записала моя сестра Апрасимова Елизавета. Я ей очень благодарна, что она пошла и записала меня на кружок шашек. В Алдане состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам, ознаменовавшие открытие сезона не только в России, но и в мире. Первые старты стали очень серьезными и напряженными. Подробности в следующем сюжете. На пути к финишу важна каждая секунда, ведь именно она может стать решающей. Для женщин забег классическим стилем составляет 5 километров. Эту дистанцию спортсменки преодолевают примерно за 15 минут. Гонка на самом деле сегодня тяжелая, потому что погода очень сложная, невозможно намазаться, идет прострелы, и работа лыж тоже от нее очень много зависит. Вот, а так в целом все понравилось. На трассах Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Алдана состоялись всероссийские соревнования по лыжным гонкам, открывшие сезон не только в России, но и в мире. Силами, мастерством и техникой лыжных гонок померились члены российской сборной и региональных команд, а также спортсмены из Белоруссии. Значение вот этих всероссийских соревнований, которые входят в календарный план ФЛГ для наших спортсменов сборной команды Якутии, они очень важны. Это для них большой опыт, да, вот со всеми сильными спортсменами сборная команды России участвует.
Первые в наступившем сезоне старты предварили учебно-тренировочные сборы. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам стали для спортсменов своего рода проверкой базы выносливости и оценкой наработанных ресурсов. Они что наработали, вот как раз таки на всероссийских соревнуются, чтобы проверить себя. И уже после этих соревнований будут следующие соревнования Кубок России через 25 дней. Климатические условия Южной Якутии являются для спортсменов оптимальными. И именно в Алдане лыжники традиционно открывают новый сезон. Первые соревнования стали не только массовыми и серьезными, но и знаковыми. Эти соревнования у нас в этом году посвящены столетию образования физкультурного движения, как в Российской Федерации, Республике Саха-Якутия. Соревнования по лыжным гонкам проходили в течение 2 дней. Лыжникам предстояло преодолеть заданные дистанции классическим и свободным стилем. Сильнейшие спортсмены определялись в каждом забеге. Места почетного пьедестала занимали тройки лидеров. Настроение прекрасное, ведь это открытие сезона. Все очень долго ждали, мы готовимся все лето, чтобы наконец-то начать сезон, бегать. Прекрасная погода сегодня, тепло. В Алдане учебно-тренировочный период спортсмены завершат через несколько дней, после чего отправятся защищать честь лыжного спорта на новых рубежах. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.